Впервые за последние несколько лет появились реальные подвижки в кыргызско-таджикских переговорах по границе. Так, 6 июля этого года состоялась встреча межправительственной рабочей группы по делимитации и демаркации госграницы. Обе стороны выразили намерение ускорить процесс. На этом фоне можно сказать, что встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана дала стимул переговорам и открыла новую страницу. Президенты обсудили подходы сторон по вопросам юридической основы, которая должна быть ключевым элементом в переговорах по вопросам делимитации госграницы. Главы двух государств проявили политическую волю, готовность к решению вопроса границы. Политические позиции обозначены. Обе стороны пригласили друг друга с официальными визитами. Следовательно, можно сказать, что переговоры на высшем уровне по вопросам сотрудничества между двумя странами, в том числе и переговоры по определению границ, еще впереди. Напомню, впервые встреча президентов двух стран состоялась на линии госграницы. Лидеры побеседовали с местными жителями и аксакалами. Далее состоялись рабочие визиты президента Кыргызстана в город Исфару и главы Таджикистана в Чолпон-Ату. Переговоры президентов прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Достигнута договоренность и далее поддерживать активный политический диалог на всех уровнях для своевременного решения имеющихся на повестке дня вопросов. С точки зрения истории уникально. Почему? Никогда еще президенты стран Центральной Азии, чтобы решить вопрос демаркации, демилитации, не встречались на этих участках. Уже само по себе событие. Второе, это то, что обговаривается общий формат, чтобы рабочие экспертные группы работали дальше. И сам принцип, который был заявлен, от простого к сложному, это говорит о том, что сейчас есть большой шанс для того, чтобы решить вопросы демаркации, демилитации границ. И решение этого вопроса даст большую динамику и кыргызско-таджикским отношениям в области товарооборота. Мы уберем вот этот конфликтный потенциал. Сторонам удалось обсудить широкий спектр актуальных вопросов кыргызско-таджикского сотрудничества и выработать по ним соответствующие действия, которые в качестве поручений даны правительствам двух стран. Отдельной темой переговоров стали региональное сотрудничество, в том числе водно-энергетические процессы, в которых важная роль отводится Кыргызстану и Таджикистану. Итоги прошедших встреч показали обоюдную заинтересованность стран в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества, которое отвечает интересам двух братских народов. Нургуль Саматова, Аскар Уланулу, Ала-То 24.